Закон об обязательном страховании ответственности автовладельцев в Кыргызстане приняли почти 9 лет назад, но его реализация осуществляется поэтапно. Для физических лиц крайний срок оформления ОСАГО 1 января 2025 года. Если полиса не будет, грозит штраф в 3000 сомов. Для юридических лиц и машин с иностранной регистрацией требования действуют с апреля 2023 года. В случае отсутствия полиса штраф составляет 13 тысяч сомов. Власти утверждают, что ОСАГО – это не только обязанность, но и способ финансовой защиты в случае ДТП. ОСАГО имеет большое значение для водителей и пострадавших, даже в обществе в целом, да, большое значение. Да. Если вы застраховали свою ответственность, да, по ОСАГО в случае ДТП, да, где вы стали виновником этого случая, да, и причинен вред имуществу или здоровью третьих лиц, то ваша страховая компания возместит вместо вас ущерб, да, нанесенный в пределах установленных лимитов. Да. То есть ОСАГО избавляет вас от финансовых, да, потерь, да, и выделения средств из собственных. Да. Страховка оформляется на год. Можно заключить договор и на меньший срок. На каждый автомобиль нужен отдельный полис, цена которого начинается от 1680 сомов. Стоимость зависит от типа машины, возраста и стажа водителя, а также наличия диагностической карты. Максимальная цена может достигать от 5 до 6 тысяч сомов. Необходимо сначала выбрать страховую компанию. Да? У нас на сегодняшний день действует 16 страховых компаний. После выбора страховщика, да, где должны застраховаться, да, хотите застраховаться, необходимо взять с собой документы. Да? Это документы, подтверждающие личность, да, это паспорт, там, военный билет или водительское удостоверение. Также необходимо технический паспорт, да, транспортного средства. И если это юридическое лицо, свидетельство о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица. Да? Да, и с этим документом он идет в страховую компанию с заявлением. И в течение 10-15 минут эта страховка уже оформляется. Да? В Кыргызстане ежедневно происходят около 20 аварий. Если водитель попал в ДТП, он должен сообщить об этом в страховую компанию, где оформлял полис. Инспектор приезжает на место ДТП и оценивает ущерб. Вот в этой части страховая компания выходит как бы защитой интересов самого автовладельца. То есть при наступлении ДТП водитель может с уверенностью ехать, что страховая компания выплатит до определенной суммы определенные деньги. По имуществу у нас лимит ответственности 450 тысяч сом. То есть если машина ударит другую машину, мы до 450 тысяч сом выплачиваем. Либо, если он ударит человека, если человек умрет, тогда 300 тысяч сомов. Если получит инвалидность первой группы, получает он 200 тысяч сомов. Второй группы 150, третьей группы 100 тысяч сомов. Если человек ударит человека, то есть машина ударит человека, и человек получил травму, до 100 тысяч сом мы выплачиваем. Если ребенок получил травму и получил инвалидность, до 200 тысяч сомов. То есть в течение года страховая компания несет ответственность на 750 тысяч сомов, всего лишь заплатив 1680 сомов. Страховая компания изучает каждый случай отдельно и учитывает все документы, в том числе отчет ГАИ. Но компания может отказать водителю в нескольких случаях. Страховая компания может отказать, если водитель оказался в алкогольном, наркотическом опьянении. Это первое. Второе, если он предумышленно сделал ДТП. Это уже следствие, это же сотрудники ГАИ это выявляют предумышленно. Например, я вам скажу, он на красный свет проехал. Так, у него моргал желтый свет, он проехал на красный свет, ударил другую машину. Это в протоколе ГАИ, это описывается, кто виноват и почему он виноват. Там детально описано, на основании этого страховая компания делает выплату. Есть такое понятие, говорит, что страховая компания будет отказывать. Страховая компания не сможет отказать, я вам сразу гарантирую, потому что сотрудник ГАИ – это основной документ, который они описывают. Там все написано. То есть человек не специально ударил другую машину. Человек не специально сбил пешехода. Либо человек был в наркотическом опьянении, либо в алкогольном опьянении и сбил пешехода. Тогда страховая компания не возмещает. Либо специально заехал в магазин, как-то навредить хозяину магазина или дома там, от злости.
Вот что такое? Вот должны Намеренно, когда он- намеренно, если он делает, да, страховая компания выплачивает. В 2023 году государство отсрочило введение штрафных санкций за отсутствие ОСАГО до 1 января 2025 года. Однако вопрос о дальнейшем продлении сроков остается открытым. На уровне парламента звучат предложения, что штрафы могут быть отложены еще на полгода. Пока окончательное решение не принято, водителям стоит учитывать, что с 2025 года отсутствие страховки может привести к серьезным финансовым последствиям.